Руководству нашего Союза Советских Социалистических Республик и главе Иосифу Виссарионовичу Сталину было ясно, он это понимал, что войны с Германией Советскому Союзу не избежать. Хотя он и прилагал много усилий для того, чтобы, если не избежать, так хотя бы выиграть время для более мощной подготовки к отпору в этой войне. И поэтому он заключил договор с Германией о ненападении. Вот нарушение этого договора Гитлером привело к этой внезапности, о которой мы говорим. И даже несмотря на то, что нападение было внезапным, тяжело воспринятым и руководством, и всем нашим советским народом, мы и в этих сложных условиях не теряли надежды на нашу будущую победу. В преддверии страшной даты, 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни десятков миллионов людей, я хочу сказать два таких тезиса. Первый тезис: пока говорят дипломаты, молчат пушки. И второй тезис, который мы должны доносить до всех: это люди, помните, что в новой войне победителей не будет. Поэтому надо сделать все, чтобы этой войны не было. Круглый стол проходит в преддверии отмечения даты 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны. И, конечно, нужно вот со всех этих, в том числе и с начала войны, и итоги Великой Отечественной войны, нужно делать правильные выводы, оценивать правильную обстановку и соответствующим образом реагировать. И поэтому, конечно, большой пласт и есть и литературы, и мемуаров, которые написаны по этому поводу. И в современных условиях мы должны именно опираться на тот опыт и не допускать тех ошибок, которые допускали, потому что мир все-таки лучше любой войны. Главная задача наших архивистов – это введение в научный аппарат новых документов, в том числе и по истории Великой Отечественной войны. За последние годы тема войны занимает значительное место в нашей публикационной деятельности. В частности, мы издали целый ряд документальных сборников о первых месяцах Великой Отечественной войны. Я думаю, что эти документы, введенные в научный оборот, станут хорошей площадкой для пропагандистской работы, для патриотического воспитания населения. 75 лет войны, со времени начала войны, которая только для народов Советского Союза, для белорусского народа стала священной, великой и отечественной. Священной, потому что вопрос ставился: жить или не жить. Потому что для народов Советского Союза и белорусского народа это были условия, когда не то что победить, а по идее даже выжить невозможно. Советский Союз не был готов объективно, не мог быть готов к войне. Ни за 2 года до начала, ни после, через год. По всем показателям, по всем параметрам, объективно. После 2 революций, после гражданской войны, в отсутствие промышленности и много чего еще. Гигантский скачок за 10-15 лет, создание второй экономики. Самая читающая страна в мире, вот этот мобилизационный проект, такого никто никогда в мире сделать не мог. И, по всей видимости, никогда и не сделает таких рывков. Самая читающая страна в мире. Но, опять же, даже к 1941 году Советский Союз не был готов к войне. Даже в 1942 году по выпуску стали чугуна Германия превосходила Советский Союз, это без ее союзников, минимум в 4 раза.
И в этих условиях, благодаря уникальнейшей возможности мобилизации, удалось победить, когда выжить невозможно. А тут еще необходимо спасать все человечество. Самые трагические стороны войны – это связано именно с Республикой Беларусь, с белорусской землей. Здесь действительно Беларусь приняла удар первый. Почему говорим первый? Потому что направление главного удара было на Москву, на западном направлении через Беларусь. Считается, что много ошибок было в строительстве военном, военно-теоретическом осмыслении накануне войны. Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Эти слова Шатару Ставели актуальны и сегодня. Можно ли было оттянуть войну дальше? По всей видимости, нельзя. Но если бы попытаться упредить в развертывании и в ударе по вермахту, что предлагал Георгий Константинович Жуков, по всей видимости, не только в глазах международного мирового сообщества Советский Союз стал бы агрессором, но, по всей видимости, война бы закончилась не в пользу Советского Союза уже где-то к концу 1941 года. Поэтому мы имеем то, что имеем, и никто не сомневается в выдающемся подвиге советского народа, нашего белорусского народа в этой войне. Мы не сомневаемся в том, что только благодаря партизанскому движению, формирование партизанское контролировали уже к 1943 году, к концу 1943 года 60% территории Беларуси. Только благодаря этому этнос Беларуси сохранился, как этнос в условиях геноцида и политики, германской политики выжженной земли на территории Беларуси.